Америка готова освободить Украину, Зеленский говорит о возможной победе Путина, а Россия оказывает давление на мигрантов из Центральной Азии. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Германии подозревают РФ в необычной диверсии, инструменты влияния, строительная пена и выхлопные трубы. Детали спецоперации. Переговоры начались в Киеве, заявляют о первых и уже официальных встречах с представителями Трампа. Америка готова освободить Украину. Что происходит? ВСУ готовы к нападению России с моря. Чем союзники Киева усилили Украину в акватории Черного моря? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия лишилась важной площадки. Уже вторые сутки оккупационная армия не запускает дроны «Шахед» с территории аэродрома в Приморско-Ахтарске, по которому ранее ВСУ нанесли высокоточный удар. Теперь же в сводках воздушных сил Украины говорится, что Россия запускает ударные БПЛА из Курска, Орла, Миллерово и Шаталова. В ночь на 7 февраля по приказу Путина по Украине было выпущено 112 «Шахедов». Их сбивали сразу над 13 областями страны. Повреждения зафиксированы в Сумской, Киевской областях, а также в Хмельницкой на западе Украины. Война в Украине превратилась в сражение российской пехоты с украинскими дронами. Об этом пишет Wall Street Journal. Из-за нехватки живой силы украинским военным приходится надеяться на боевые БПЛА для того, чтобы уничтожать силы РФ. Это, в свою очередь, замедляет российское наступление, но не останавливает его полностью, пишет издание. Медленный темп наступления свидетельствует о том, насколько сложно стало атаковать в условиях массового применения беспилотников. Теперь ни одна из сторон практически не использует крупную бронетехнику вплоть до линии соприкосновения. Она слишком уязвима перед дронами. Вместо этого пехотинцам приходится преодолевать последние километры пешком, небольшими группами по двое-трое, чтобы снизить вероятность обнаружения. Несмотря на то, что война вышла на определенно новый уровень, время, когда линию фронта контролируют исключительно дроны, еще не пришло. Чтобы остановить российское наступление, украинцам необходим значительный приток войск. Но, вероятно, это практически невозможно сделать реальностью в ближайшей перспективе, пишет Wall Street Journal. Украина готова к нападению РФ с моря и сможет отразить атаки России. В акваторию Черного моря вышли новые катера, которые Киев получил от своих союзников, в том числе от стран-членов НАТО. Катера военно-морских сил ВСУ имеют современную систему навигации, связи и управления. Их миссия – охрана морских путей и наблюдение за безопасностью судоходства, а также противодействие угрозе со стороны РФ. В ВМС Украины говорят, что основная опасность в Черном море – это дрейфующие міни, ракети і безпілотники. Ми виконуємо завдання кожен день, кожну ніч. Практично, можна сказати, 24/7 готові виконувати завдання не тільки з того, що ви сказали, ПМО, а будь-який напад противника ми готові відбити цілодобово. Якщо порівнювати ту техніку, яка залишилась там, скажімо так, в спадок від Радянського Союзу, наш катер, можна сказати, новий, він в рази краще, він скоростніше, він економічніше. На ньому можна встановлювати різне озброєння, яке набагато эффективнее помогает выполнять боевые задания. Напомню, что за время полномасштабного вторжения Украина уничтожила как минимум 28 российских кораблей. В этом списке и подлодка «Ростов-на-Дону». Конечно же, не можем не вспомнить и крейсер «Москва», который давно пошел на дно. Украина отрицает вариант заморозки войны. Зеленский считает, что подобный сценарий приведет к тому, что спустя какое-то время войска Путина вернутся, чтобы оккупировать остальные земли Украины. В Киеве считают, что единственный вариант, который не позволил бы Москве сделать что-то подобное, это гарантии безопасности. И кроме того, многое зависит от Трампа, уверен Зеленский. Он говорит, что президент США не должен оставить никакого шанса Путину на повторное вторжение, иначе Путин победит. Об условиях победы РФ Зеленский высказался несколько раз.
We cannot stand against the United States. Мы не можем противостоять Соединенным Штатам Америки. Это невыгодно нам, как стране, которая находится в состоянии войны. И это невыгодно президенту Трампу, который представляет сильную Америку. Победа Путина ему невыгодна. Если, не дай бог, произойдет противостояние между украинской и американской позициями, я даже не хочу об этом думать. Единственный, кто от этого выиграет, это Путин. Его победа — это поражение западного мира, как Европы, так и Соединенных Штатов. И он никогда не остановится. Сколько бы он ни жил, он будет жить в Кремле. Сколько бы он ни жил, он будет забирать жизни. Он будет продолжать эту войну. Новый уровень переговоров, они открытые и уже официальные. Киев и Вашингтон заявляют о начале официального контакта с администрацией Трампа. Со спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом встретилась посол Украины в США Оксана Маркарова. Кроме того, о завершении войны с сотрудниками администрации Белого дома держит связь глава украинского офиса президента Ермак, которого называют «серым кардиналом». Теперь же представителя Трампа, который хочет закончить войну в 100-дневный срок, ждут в Киеве. Речь о Ките Келлоге. Ермак уточняет, что Киеву нужны гарантии безопасности, а еще Украина хочет привлечь американские инвестиции, в том числе путем привлечения США к добыче полезных ископаемых страны. Кроме того, Украина стремится стать сильным экономическим партнером США. Важное место в будущем сотрудничестве отводится привлечению американских инвестиций. В рамках плана победы Владимира Зеленского предусмотрены инвестиции в добычу полезных ископаемых. Это направление рассматривается как одно из ключевых в будущем экономическом сотрудничестве с США и другими странами. В Вашингтоне тем временем вновь дали понять, что Трамп готов воевать с Путиным, пока экономически, и Белый дом может удвоить санкции США против России, чтобы война таки закончилась. И если кто-то и понимает, что такое рычаги давления, так это президент Дональд Трамп. И вы можете увидеть это на примере того, что он недавно сделал. Тем временем Китай и Россия действуют заодно, а их союз является угрозой Западу и США. Об этом пишет The Hill. Москва и Пекин считают Украину лакомым куском из-за ее географического положения и богатых запасов редкоземельных минералов и энергетических ресурсов, включая уголь на Донбассе и газовые месторождения в Крыму. Но удар по России и Китаю может нанести США и освободить Украину, считают авторы The Hill. Трамп обладает властью освободить Украину и тем самым нанести удары по войне Путина и Си против Запада. Либо они заберут все украинские минеральные ресурсы, либо Вашингтон и Брюссель получат хотя бы их часть. Теперь эта война зависит от его победы или поражения, не только в Украине, но и во всем мире. Как вам такие формулировки о битве за полезные ископаемые Украины? Пишите все, что думаете в наших комментариях. Я прочту. Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Путина, отныне под санкциями США. Такое решение принял Трамп и вовсе не из-за преследования Путина, а из-за своего союзника и друга Биньямина Нетаньяху, на которого МУС также выдал ордер на арест за рассмотрение дел о военных преступлениях. В указе американского президента говорится, что против лиц, которые участвуют в расследованиях в отношении американцев или их союзников, а также членов их семей, вводятся финансовые и визовые санкции. Отмечу, что Нетаньяху стал первым иностранным лидером, которого принял Трамп в статусе президента США. Накануне в Вашингтоне показали подарок, который прилетел в Белый дом из Израиля. Нетаньяху подарил своему американскому другу золотой пейджер. Это отсылка к секретной операции Израиля о пейджерах и рациях, которые рванули в руках и в карманах членов террористической группировки Хезболла. Россия может быть причастна к серии необычных диверсий в Германии. В Министерстве внутренних дел страны имеют подозрение, что это по указке Кремля. В выхлопные трубы практически 300 автомобилей по всей Германии была залита строительная пена. Мы очень серьезно относимся к подозрениям, что это может быть российская диверсия. В настоящее время расследование идет полным ходом, и придется подождать до полного выяснения обстоятельств. В Берлине говорят, что для подобного рода диверсий Москва часто использует так называемых посредников, которые действуют по указке российских спецслужб, но не являются сотрудниками таких спецслужб. Напомню, по данным полиции, в Берлине, Баден-Вюртемберге, Баварии и Бранденбурге на появление строительной пены в выхлопных трубах машин пожаловались как минимум 270 автовладельцев.
Немецкая пресса сообщала, что на лобовых стеклах машин неизвестные оставляли стикеры с надписями, которые можно было отнести к лозунгам партии «Союз-90 зеленые». Вероятно, что таким образом преступники пытались инсценировать акцию радикальных климатических активистов, чтобы вызвать у немецких избирателей негативное отношение к партии «Зеленых», пишет Шпигель. А что вы думаете о таком виде диверсии? Делитесь мнениями в комментариях. И считаете ли вы это в целом диверсией? Рост антимигрантских настроений, ужесточение миграционного контроля и запреты на работу в определенных сферах сделали непростым минувший год для узбекистанцев и не только, которые живут и работают в РФ. Издание Кун-Уз пишет, что на сегодня в России проживают и работают миллионы трудовых мигрантов. По состоянию на 1 октября 2024 года на миграционном учете было 6,5 миллионов иностранцев, из которых практически 2 миллиона – это граждане Узбекистана, которые при этом отправляют своим родным из РФ миллиарды долларов. Например, за 10 месяцев 2024 года объемы денежных переводов физических лиц из РФ в Узбекистан составили 9,8 миллиардов долларов, пишет Кунуз. Авторы материала акцентируют внимание на том, с какими проблемами сталкиваются мигранты в России, которая при этом страдает от нехватки рабочих рук. Пропаганда РФ делает все, чтобы очернить мигрантов и формирует у общества мнение, что именно такие приезжие – проблема страны, из-за которой растет уровень преступности. В печатных и электронных средствах массовой информации на телевидении создается негативный образ трудового мигранта. Это малообразованный или невоспитанный человек, не знающий русского языка и не уважающий местную культуру и обычаи той страны, в которую приехал. Мало того, он потенциальный преступник. В белорусских колониях по велению Лукашенко находится как минимум 36 иностранцев, среди которых 13 – это украинцы. Все эти люди находятся под уголовным преследованием в Беларуси по делам, имеющим признаки политически мотивированных. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Начиная с избирательной кампании 2020 года в Беларуси под политические репрессии попали как минимум 75 иностранных граждан. Часть была освобождена в рамках межгосударственных обменов. Те, кто сейчас находится за решеткой, имеют приговоры с достаточно большими сроками, в основном по таким статьям, как агентурная деятельность, шпионаж, содействие экстремистской деятельности, написание комментариев в соцсетях, уточняют правозащитники. Кроме всего, Лукашенко бросил за решетку даже как минимум 8 граждан РФ за нелестные комментарии в соцсетях в его адрес или же за участие в протестах. Друзья, Нехта расширяется, и мы ищем лучших специалистов в медиа. Не упустите уникальную возможность поработать с нами в одной команде. Нехта растет и развивается вместе с вами и для вас. Итак, мы ищем опытных медиа-менеджеров, журналистов, видеомонтажеров и моушн-дизайнеров, редакторов и менеджеров, SMM-специалистов и рекламных менеджеров, а также видеооператоров. Конечно же, мы можем предложить высокую оплату, гибкий формат, можно работать удаленно или в офисе в Польше. Также важное – это свобода творчества, без цензуры, компромиссов и давления. И, конечно же, вашу работу увидят миллионы людей. Если вы готовы, хотите и вас ничего при этом не сдерживает, то заполните анкету, которую мы оставим в описании под этим видео. Важно, анкеты принимаем только от специалистов, которые находятся в безопасных странах, не в РФ или же в Беларуси. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.